Похваленный Иисус Христос. Все детишки, ходите сюда вперед. Ходите все, кто стоит, ходите все вперед. Кто там еще спит между мамой? Ходите. Кто у мам спрятался, у бабушек? Ходите все вперед. Все идите туда к алтарю поближе. Все поближе. Давайте, старшие ребята, вы шаг назад, а те, кто поменьше ростом, давайте шаг вперед. Все маленькие идите вперед, а те, которые высокие, идите чуть-чуть 2 шага назад. Давайте, кто поменьше? О, иди вперед. Давайте самых маленьких отправим вперед. Иди. Все, давайте. О, еще какие-то наши потеряшки нашлись. Ходите. И давайте станем на коленки все вместе. Давайте станем на коленки и скажем, поприветствуем нашего Пана Иисуса. В имя Отца и Сына и Духа Святого. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. В имя Отца и Сына и Духа Святого. Amen. Ребятки, помним, что на мше нельзя крутиться, разговаривать, но Иисус будет улыбаться, если мы поем и молимся, и внимательно слушаем ксенза. Хорошо? У нас есть такой вот экран, на экране будут слова, и мы должны все петь. То все, что там написано, будем вместе петь, хорошо? Чтобы Иисус улыбался, когда нас слушает.
Отца и Сына и Духа Святого. Пан с вами. Вітаю всіх вас, дорогі брати і сестри, вітаю всіх вас, дорогі дітки, на Святой Мши з уділом для вас. Тому сьогоднішній Євангелій, дорогі брати і сестри, ми почуємо, як 10 прокажених приходять до Єсуса і просять, щоб Він їх оздоровив. І коли Він каже, ідіть, покажітеся святарам, вони йдуть. І один із них, глядить, що оздоровився, і вертається до Єсуса, дякуючи Йому за те, що Він оздоровив його. А людей 9 прокажених, які пішли далі. І ось сьогоднішня тематика, дорогі брати і сестри, головна думка сьогоднішнього Євангелія – це буде подяка. Чи вміємо ми дякувати Пану Богу за отримані дари ласки на кожний день? Чи вміємо дякувати за те, що ми маємо? Тому, дорогі брати і сестри, сьогоднішнє Євангелія, сьогоднішнє вказання будемо розважати в цю тематику. На початку Святої Мши представимо доброму Богу наші інтенції і просьби, з якими сьогодні приходимо до Його. Дорогие детки, давайте тоже подумаем теперь, за кого хотим особенным способом помолиться, да, на сегодняшней Мше. Потому что Пан Бог тоже собирает здесь и на алтаре наши интенции, все наши просьбы. Я буду молиться подчас в этой Святой Мши за померлую Пацевич Веронику у першую годовину после смерти, просю доброго Бога, как пробачу все ее грехи и вел ее в володарство небесное. А теперь перепросим Пана Бога за наши грехи. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, грешил я вельми, думкою, словом, учинками занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного.
помолимся. Просим Тебя, всемогутный Боже, нехай Твоя ласка повсюліці перед нами і нас упроваджає, как ми завсёды охотно робили добрі учинки, проспада нашого Ісуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і благодарить у єдності Духа Святого, Бог про все веки вечные. Читание другой книги Владарства. У тые дни пойшов Нааман сирыец и окунулся у Иордани 7 разов поводле слова Елисея, человека Божьего, и обновилось тело ягоное, и сталося як тело малого дитяти, и очистилося. Тады вернулся до человека Божьего он, и у всех, кто супроводжал его, пришел и стал перед им, и сказал: «Соправды, я ведаю, что нема Бога на усей земли, а только у Израиле. Тому прими дар от слуги Твоего». И отказал Елисей: «Як живий пан, перед обличчям якого я стою, не приму». А той примушав його взять, але ён отмовился. И сказал Нааман сирыец: «Коли не то прошу, нехай слузе Твоему дадут стольки земли, кольки понесуть 2 мулы, бо не буде больше слуга Твой приносить усе спалені и ахвяры іншим богам, апроч пана». Это Слово Божие. Пан объявил народам избавление свое. Пан объявил народам избавление свое. Спевайте Пану новую песню, бо он учинил цуды. Ему да помогла его правица и его святое плечо. Пан объявил народам избавление свое. Показал Пан свое избавление, перед очима народов объявил свою справедливость, вспомнил про свою верность и милосердность до дому Израиля. Пан объявил народам избавление свое. Убачили все межи земли избавление Бога нашего. Ускликай Пану вся земля, радуйтесь, спевайте, играйте. Пан объявил народам избавление свое. Читання другого послання святого апостола Павла до Тимофея. Умилованы, пам'ятай про Єсуса Христа з покоління Давіда, який воскрес з мертвих поводле Євангелія моєго, за якое я терплю нядолію аж до кайдану, ніби злочинця. Але Божого слова не зняволиш. Тому я усё вытрымліваю у деле выбраных, каб і яны атрымалі збаўленне ў Єсусі Христе з вечнаю славою. Праўдзівае слово: калі мы разам з ім памерлі, то з ім і ажывём. Калі терпім, то разам з ім валадарыць будзем. Калі адрачэмся, ён адрачэцца ад нас. Калі мы не верым, ён застаецца верным, бо самога сябе адрачыся не можа. Гэта Слово Божие. Аллилуйя.
что же, если еще детки какие-то попрятались, то приглашаю ближе. Давайте послушаем, дорогие детки, сейчас Евангелие. Да? И внимательно послушайте, потому что будет вопрос, сколько всего было больных в сегодняшней Евангелии. Пан с вами. Читание Святого Евангелия поводле Луки. Иисус, коли ішоў у Иерусалим, проходил про Самарию и Галилею. И коли он уваходзіў одну вёску, сустрэлі яго 10 прокаженных, якія, стаўшы здалёк, моцным голосом казали: «Наставник, Езу, наставник, змилуйся над нами». Убачивши их, он сказал им: «Идите, покажитесь святарам». А коли адышлі, яны очистилися. И один из них, убачивши, что стал оздоровленный, вернулся, моцным голосом прославляючи Бога, и упавши до ног ягоных, дякував Ему. А был это самарянин. Тогда Иисус сказал: «Ці не 10 было очищенных, де ж 9? Не знайшлося нікого, хто б вернулся отдать славу Пану, окромя гэтага чужинца?» И сказал ему: «Устань, иди, вера твоя збавила тебе». Это слово Пана. Ну что, как ваши дела? Как неделя прошла? Можно прибрать? Плохо прошла неделя? Почему? Ну? Я ключом протянула. У меня сегодня хорошо, потому что я закинула в автомат денежку на рубль, и у меня выпало 3 рубля. Ну это да. Это хорошая новость. Такой кэшбэк неплохой. Хорошо. Много контрольных было. Да, каждый из вас, детки, давайте не будем сейчас разговаривать, парни. Давайте немножко сосредоточимся сейчас на Евангелии, на том, что мы сегодня слушали. На начало хочу провести один эксперимент. Кто такой, кто умеет хорошо говорить в микрофон? Кто согласен сюда выйти поговорить со мной? Со мной? Хорошо, пошли. Сюда. Потом Ксюшенька, чекай. Хорошо. Смотри, твоя задача будет сейчас следующая. Мы проведем такой небольшой эксперимент. Шоколадка, да. Держи. Твоя задача. Придумай какой-нибудь повод, да, чтобы меня поздравить. Любой, день рождения, именины, там, не знаю, Новый год, что угодно. Придумай что-нибудь и поздравь меня, хорошо? А вы бы скажете: правильно я поступил, хорошо? Поздравляю тебя с первой коммунией. Да, хорошо, иди возвращайся на место. Правильно поступил? А почему неправильно поступил? Ну? Вы не поблагодарили. Все правильно. Видите? Я не поблагодарил. Что еще не сказал? Спасибо не сказал, да? Держи это тебе. Возвращайся на место. Смотрите. Я не поблагодарил, я не сказал спасибо, да? А почему, как вы думаете, я так не сделал? Кто внимательно слушал Евангелие сегодня? Ну, давайте. Кто там руку тянет? Я думаю, потому что не понравилось подарок. Нет, подарок не понравился. Ну, почему сегодняшнее Евангелие? Потому что люди жадные так только делают. Хорошо, смотрите. Сегодня, почему я такой сделал первоначально такой эксперимент сделал для вас? Смотрите. Сегодняшнее Евангелие пришло к Иисусу. Сколько больных человек? Кто внимательно слушал? Ну? 10 прокаженных людей. Проказа, детки, это такая была страшная болезнь. Человек начинал гнить. Да, могли пальчики отломаться, упасть. Такая страшная болезнь. И они сдалека кричат Иисусу: «Иисус, учитель, исцели нас! Сделай так, чтобы мы были здоровыми!» Потому что прокаженные не могли приближаться к здоровым людям. Они только сдалека. И когда они шли через весь город, они должны были кричать. Да, они должны были кричать: «Нечистый! Нечистый!» И все люди должны разбегаться от этих людей, утекать от них. И они сдалека кричат: «Учитель, да, Иисус, учитель, очисти нас, оздорови нас!» Иисус говорит: «Идите и покажитесь священникам». Тогда, в то время Пана Иисуса, чтобы подтвердить, что ты здоровый, надо было показаться священнику, он на тебя посмотрит и скажет: «Действительно, да, ты здоров», тогда ты можешь вернуться обратно ко всем людям. Но они сделали то же самое, что Пан Иисус им сказал. Они пошли к священникам, и по дороге они увидели, что стали здоровыми. И как вы думаете, сколько из 10 человек пришло поблагодарить Пана Бога?
Один. Всего один. Понимаете, почему я такой начальный эксперимент провел? Смотрите, многие люди получают большие-большие дары, огромные дары, но, к сожалению, забывают пойти и поблагодарить. И действительно, один человек пришел, упал на колени перед Иисусом и говорит, что «Иисус, спасибо огромное, что ты меня выздоровел». А Иисус задает вопрос: «Не 10 ли вас было? Где же 9? 9, которые должны были тоже прийти поблагодарить». Видите, дорогие детки, почему мы должны благодарить? Как вы думаете? Как вы думаете, почему мы должны благодарить? Чтобы другим людям было приятно. Ну хорошо, что еще? Почему мы должны говорить спасибо? Ну? Чтобы людям было не грустно. Спасибо, это как знак уважения к человеку, который тебе что-то сделал. Чтобы человек знал, что тебе это не безразлично. Хорошо. Смотрите, представьте, что сейчас у меня в руках тоже подарок, кому-то, каждому из вас приготовленный. Я старался всю ночь для вас делать эти подарки, но взамен ничего не получил. Ни спасибо, ни благодарю, ничего. Как такой человек себя может чувствовать? Ну? Обиду. Грусть. Смотрите, было бы действительно больно услышать в ответ, спасибо не услышать в ответ, да? Было бы действительно очень сложно это принять. Хорошо. А как вы думаете, да, дорогие детки, а за что мы должны благодарить? Хорошо, первое начало. Кого мы должны благодарить? Ну? Кто вам помог? Хорошо, а кому еще? Богу. Маму. Мама с папой, да. Кто нам что-то делает доброе. Которые тебе подарили подарки. Смотрите, да, мы говорим Бога, хорошо? На родных. Для родных, да, все верно, да, для родных, для близких, для знакомых, мы благодарим. Але почему мы благодарим? Почему мы должны быть благодарны нашим родителям? Ну? Потому что они дали нам життя. За то, что они нас любят. За то, что воспитали. За то, что кормили. За то, что оберегают. За то, что помогают с уроками. Обнимают. Мает, все верно. Одевают. За то, что защищают. Хорошо. За то, что прогулку. Хорошо, на прогулку. Хорошо, а за что мы должны благодарить, наверное, Бога? Вот мы знаем, что родители нас одевают, обувают, воспитывают и так далее. А за что мы должны благодарить Бога? Ну? Мы должны благодарить Бога за то, что Он дал нам эту прекрасную жизнь. Что Он создал нас. Хорошо. За то, что Он вообще придумал нас. За сегодняшний день. Хорошо. Ну, давайте, тут еще пару человек, и все. Что Он дал нам попасть в рай. Что мы стоим в этом костеле. За то, что Он нам помогает всегда. За свои дары. За то, что Он нас защищает. За то, что здоровье дает. Хорошо. Смотрите, да, действительно. Но мы часто, дорогие детки, как вы думаете, а вы часто говорите Богу спасибо? Когда? Когда вы говорите Богу спасибо? Ну? Когда получил хорошую оценку в школе. Когда Он нам помог. Когда я тоже получил хорошую отметку, я всегда говорю, что это все из-за Бога. Молодцы, хорошо. Смотрите, а благодарите ли когда-нибудь вообще Бога за то, что у нас есть ручки, ножки, глазки, уши, ротик? Благодарим за это Бога? Да? Точно? Хорошо, я надеюсь, что вы точно благодарите. Потому что, смотрите, мы должны действительно благодарить за то, что у нас есть глаза, мы можем видеть, можем говорить, слышать, мы можем иметь, у нас есть руки, ноги, можем ходить, делать что-то, создавать, потому что многие этого тоже не имеют. И за это тоже надо быть обязательно Богу благодарны, за то, что у нас есть. Богу мы должны быть благодарны за каждый день. Мы встали с утра, мы проснулись, мы вернулись со школы домой, в школу пришли. Это тоже спасибо большое Богу за то, что Он заботился обо мне, да, что мы действительно с нас не пропали, никто из нас не пропал, да, ничего плохого с нами не случилось, и мы должны быть всегда за это благодарны Богу. Обязательно должны быть благодарны за это Богу. Поэтому, дорогие родители, дорогие бабушки и дедушки, тоже помните о том, что мы должны учить своих детей быть всегда благодарны. Покушали – поблагодарите. Еда, само собой, не появляется у нас на столе.
за одежду, за каждый день. Дети должны быть благодарны, учиться от вас, это тоже благодарности. Потому что если мы будем восхвалять за хорошие отметки, за хорошее поведение, ну это неправильная благодать, да, это неправильная благодарность. Потому что это обязанность ребенка хорошо учиться, хорошо себя вести. Это его обязанность. Поэтому, дорогие родители, дорогие бабушки, дедушки, помните всегда о том, что этот момент благодарности мы должны действительно вырабатывать в наших детях, чтобы они действительно всегда были благодарны за что они получают, за то, что образование, которое получают в школе, за то, что пребывают вместе с вами, за то, что всегда они могут себя чувствовать в безопасности. И это за это надо тоже всегда благодарить Бога. И вставайте вечерами тоже на колени и благодарите Бога за прожитый день. Поделитесь с детьми, вот просто сядьте в кругу своей семьи на вечерней молитве и скажите, за что ты сегодня благодарен Богу, за то, что прошло в сегодняшнем твоем дне. Это очень классная молитва. Это молитва своими словами. Мама, я сегодня, Боже, я сегодня благодарен за моих родителей, за то, что сегодня был в школе и так далее. Это очень хорошая, правильная молитва, когда вы сядете вместе с детьми, и каждый из вас, и вы тоже взрослые, скажете, за что вы сегодня благодарны Богу. От этого будут учиться ваши дети. Аминь. Вызнаем нашу веру, веру единого Бога. Да Иисуса Христа, нашего Збавця, який з'являється світлом світу, з надією знесем наші молитви. Молимся за святый костел, каб у цяжкіх ситуациях его падтрымлівала вера ў воскреслого Христа. Почуй нас, о Пане, да не устыхаем, почуй нас, просим Тебе. Почуй нас, о Пане, да не устыхаем, почуй нас, просим Тебе. Молимся за біскупа усього світу, каб яны з адвагу абаранялі годнасць кожнага чалавека. Почуй нас, о Пане, да не устыхаем, почуй нас, просим Тебе. Почуй нас, о Пане, да не устыхаем, почуй нас, просим Тебе. Молимся за удзельнікаў руху жывога ружанца, каб разам з панай Марыяй яны далучаліся да справы збаўлення свету. Почуй нас, о Пане, да не устыхаем, почуй нас, просим Тебе. Почуй нас, о Пане, да не устыхаем, почуй нас, просим Тебе. Молимся за наших добрадзеяў, каб добры Бог одарыў сваім благаслаўленнем. Почуй нас, о Пане, да не устыхаем, почуй нас, просим Тебе. Почуй нас, о Пане, да не устыхаем, почуй нас, просим Тебе. Молимся за
тых, хто мае праблемы з жыллём, каб з Божай дапамогай яны змаглі яе вырашыць. Почуй нас, о Пане, Тебе устигаем, почуй нас, просим Тебе. Почуй нас, о Пане, Тебе устигаем, почуй нас, просим Тебе. Молімся за нас, сабраных у імя Пана, каб мы вучыліся перамагаць свой эгоізм і былі гатовыя ахвярна служыць іншым людзям. Почуй нас, о Пане, Тебе устигаем, почуй нас, просим Тебе. Почуй нас, о Пане, Тебе устигаем, почуй нас, просим Тебе. Помолимся в інтенції Святої Мши за померлую Пацевич Вероніку у перші гадовіни після смерті, просячи доброго Бога, каб дав їй життя вічне у небі. Почуй нас, о Пане, Тебе устигаем, почуй нас, просим Тебе. Почуй нас, о Пане, Тебе устигаем, почуй нас, просим Тебе. Пане Ісу Христе, Володарусу світу, вислухай наші покорні молитви, які ми узносим до Тебе, і учини, каб усі народи тішилися Твоим спокоем, який живеш і володариш праз усе веки вечные. Даруйте моє серце, co we mnie najlepsze, moje noce i dni, radości i łzy. Ofiarujecie moje serce, co we mnie najlepsze, moje noce i dni, radości i łzy. Молитесь, браты и сестры, как мое и ваше ахвяра принял Бог, Отец Всемогутный. Прими ахвяры с рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, самонакорыства. Ласкавый Боже, выслухай наши молитвы и прими дары, які мы Тебе приносим, и просу делу святой ахвяры, доведи нас до хвалы вечной, праз Христа Пана нашего. Пан с вами, угору серце. Подякуй Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, Всемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага, бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Панны Марыі, пра сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а пра сваё з мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі, арханёламі і ўсімі святымі мы абвяшчаем Твою хвалу, разам з імі усклікаючы. Твоей,
Сапраўды Божа ты святы, крыніца усялякай святасці, таму єднасці з усім касцёлам. У першы дзень тыдня, калі Ісус Христос уваскрос і спаслаў на апостол Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас, целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і пійце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение, чекаем Твоего прыйсця ў славе. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што ўчынілі нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Покорна молім Цябе, каб усіх нас, приймаючи ціле кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костьол Твой, рассеяний по усім світі, удоскональ його у любові разом з папом нашим Львом, біскупом нашим Владимиром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули надії на воскрешення, і про усіх, хто у Твоїй ласці дійшов з гэтага світу, і дозволь йому бачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб ми заслужили уділ у житті вічним, у єдності з Найсвятейшою Богородицею і Панною Марией, со святим Юзефом і Єбранником, со святими апостолами і усіми святими, які спрадвеку подобалися Тебе, каб зими ми хвалили і прославляли Тебе, про Сина Твоего, Єзуса Христа. Раз Христа с Христом и в Христе, Тобі, Боже, Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Памятуючи збавленные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать: Отче наш, который есть у небе, святым будь имя Твое, приди владычество Твое, будь воля Твоя.
Пане, збав нас сього злога, дай ласкаво супокой дні наші, допоможи нам милосердності Твоєї, каб ми були завсюди вольні від греху і заховані від всілякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і прийстя збавця нашого Ісуса Христа. Пане Ісу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, и Ты живешь и володаришь на веки вечные. Супокой Пана нехай завсёды будет с вами. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные покликаны на вечеру ягоною. Пане, не варты, каб Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя.
Помолимся. Милосердный Боже, Ты насыщаешь нас святейшим телом и кровью Твоего Сына. Покорно Тебе просим, как Ты дал нам телу Твоим божским житии, праз Христа Пана нашего. Пане Єсу, про заступництво Марії, Маті Твоєї, яка народила Тебе з любов'ю, а так само про заступництво святого Юсифа, чоловіка довіру, який піковався Тобою після народження. Прошу Тебе в інтенції гэтага ненародженого дитяті, якое духовно хочу усиновить, і якое знаходиться в небезпеці аборту. Прошу, дай його батькам любов і відвагу, каб яны не забивали свого дитяті, а покинули йому життя, якое Ти сам гэтому дитяті предвизначив. Амин. Слухаем парафіяльныя аб'явы. Святы ружанец на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы. У панядзелак Маці Божай Радзіцелькі, у аўторак Маці Божай з Люрд, у сераду Маці Божай Ларэтанскай, у чацвер Каралевы ўсіх святых, у пятніцу Маці Божай Ліхэнскай, у суботу Маці Божай Грамнічнай, у нядзелю 18 гадзіне Маці Божай Кормячай. На гэтым тыдні ў літургіі касцёла будзем адзначаць 13 кастрычніка, у панядзелак о гадзіне 18 заканчэнне фацімскага набажэнства, святы ружанец з інтэнцыямі, святая мша ў гэтых інтэнцыях і працэсія з фігурай Маці Божай Фацімскай. 15 кастрычніка ўспамін святой Тэрэсы ад Езуса, доктара касцёла. 17 кастрычніка ўспамін святога Ігнація з Антыёхіі, біскупа і мучаніка. А 18 кастрычніка свята святога Лукі, евангеліста, апекуна медыцынскай службы. У гэты дзень асаблівым чынам будзем маліцца за лекараў, медыцынскіх сясцёр і працаўнікоў бальніц і хоспісаў. 19 кастрычніка сусветны дзень місіі. Місіі – гэта тэма, якая датычыць усіх вернікаў. Кожны з нас павінен набудзіць у сэрцы жаданне абвяшчаць Евангелле і перамяняць сваю супольнасць у місійную і евангелізацыйную рэчаіснасць, памятаючы, што місія з'яўляецца умілаваннем Езуса і любоўю да яго люду. Праз асабістую малітву кожны з нас таксама далучаецца да місійнай дзейнасці касцёла. Ахвяраванні, якія будуць збіраны падчас святых імшаў, у наступную нядзелю будуць прадназначаны на патрэбы місій. У нашай парафіі трываюць урокі рэлігіі. Хто яшчэ не запісаўся, калі ласка, можна гэта ўчыніць, прыйшоўшы да сястры альбо запазнаўшыся з планам катэхезы на дошцы аб'яваў. Асаблівую ўвагу звяртаем да бацькоў, дзеці якіх ходзяць у першы і другі клас. Для іх таксама прадугледжаная, зарганізавана катэхеза ў нядзелю, кожную нядзелю ў 10:00, альбо таксама ў пятніцу на 18:00. Заохочваем да ўдзелу ў гэтых занятках. У закрыстыі запісваем на святыя імшы выпамінковыя, і у закрыстыі пры выхадзе з касцёла можна набыць знічы, якія запальваем на могілках. Пры выхадзе з касцёла таксама можна взяць новы нумар газеты «Слова жыцця». Ёсць у закрыстыі календары на польскай і беларускіх мовах на наступны 2026 год. Перад урачыстасцю ўсіх святых і ўспамін усіх памерлых вернікаў памятаем аб правядзенні ў парадак магіл нашых блізкіх. Шчыра дзякуем усім за супольную малітву, за складзеныя ахвяраванні, за сялякую аказаную дапамогу. Вялікі дзякуй усім, хто ахвяруе кветкі для ўпрыгожвання нашай святыні. Няхай вам добры Бог узнагародзіць. Даручаем усіх вас і вашыя сем'і Езусу міласэрнаму праз заступніцтва Маці Божай Лідскай. На гэты тыдзень працы нашых абавязкаў прымем з верай Божае благаслаўленне. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите с упокоя Христа. Христова, мы Тебе просим,
będzie pochwalony, przy Najświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony, przy Najświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony, przy Najświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.